У меня был вопрос, все-таки тибетские лекарства, тибетская медицина лечит рак? Да. Вот ответ да. Он из практики, потому что я ассистирую врачу, который много лет практикует тибетскую медицину, и одна из его специализаций – это помощь онкологическим больным, то есть одно из направлений его деятельности. Насколько я знаю, в той практике, которая есть у нас, и в практике вот знакомых нам врачей, есть типы онкологии, которые поддаются лечению тибетской медициной. Да. Это, наверное, какие-то начальные Они стадии? не все. Да, во-первых, начальные стадии, конечно. На начальных стадиях можно пробовать лечить только тибетскими лекарствами. Только без традиционных? Без использования лучевой химиотерапии и без операционных вмешательств. Но обязательно надо контролировать процесс. В европейской медицине есть на сегодняшний день множество очень хороших диагностических методик. И я, конечно, за то, чтобы в сложных случаях прибегать к ним и обязательно контролировать процесс лечения с помощью анализов разнообразных. Потому что это помогает и врачу, и это успокаивает пациента, если видно, что положительная динамика. Ну или наоборот, это дает вовремя сигналы тревоги, если динамика отрицательная. Потому что в лечении онкологии очень важно делать вовремя все. То есть как можно более ранняя ее диагностика и лечение, это, собственно говоря, это не новость, это знают все врачи, что чем раньше ты обнаруживаешь и начинаешь лечить, тем успешнее, тем выше шансы, что удастся справиться. Вот конкретно в нашей практике все-таки большинство случаев связано с тем, что люди узнают свой диагноз не на первой стадии. И это редко. Это, знаете, вот если у человека есть такая привычка проходить там раз в год диспансеризацию, сдавать анализы, тогда можно. Тогда возможно. Да, тогда возможно. Или случайно, если вот он проходит, допустим, сдает какие-то анализы, и могут показать определенные маркеры в анализах, что вот есть потенциально процесс, связанный с образованием опухоли. Но в основном, конечно, люди узнают, когда уже начинаются какие-то болевые синдромы. Вот, и тогда уже очень оправдано совмещение методов. То есть используются и современные достижения европейской медицины, то есть используется химиотерапия или лучевая терапия, и используются тибетские лекарства. Что в этом случае делают тибетские лекарства? Значит, лучевая химиотерапия в этом случае направлена на остановку роста опухоли. Тибетские лекарства в этом случае направлены на нивелирование негативных эффектов от химиотерапии и от лучевой терапии. То есть это известно, что пациенты, которые проходят лучевую химиотерапию, у них очень сильные боли, очень плохое самочувствие, нарушается пищеварение, там нарушается сон. Вообще, То есть все системы сбиваются, и происходит общий сбой. Да, лечим одно, как ранее мы говорили, а получается, что… Да, это именно так. И, собственно говоря, в первую очередь лекарства даются для того, чтобы нивелировать вот эти вот негативные эффекты, чтобы улучшить качество жизни. Потому что у человека должны быть силы, чтобы бороться с болезнью, у тела, и моральные силы, и физические силы. И вот лекарства поддерживают физические силы тела. То есть тело действительно становится крепче и легче переносит вот эту вот химиотерапию и лучевую терапию. Это первый аспект. Второй аспект связан с тем, что в случае использования тибетских лекарств в лечении онкологии количество химиотерапий и лучевых терапий может быть уменьшено. То есть, допустим, в схеме лечения есть 5, условно говоря, химиотерапий. Человек принимает 3, стабилизируется рост опухоли, то есть, допустим, или если была операция, ее удалили,
что стабилизируется рост раковых клеток, или, если не было операции, собственно говоря, уменьшается опухоль, но, допустим, она еще осталась. Вот у нас в практике есть случаи, когда остаток опухоли раковой выводится не лучевой терапией, не химиотерапией, а с помощью порошков. Вот. Ну, вот, то есть, да, это тоже возможно. Это длительный процесс, наверное. Все очень Вы знаете, частно. Вы знаете, такие вот случаи, как с онкологией, это болезни, которые очень долго накапливаются и формируются. И в этом смысле, да, у них длительное лечение. То есть, как правило, от полугода надо вот рассчитывать на лечение опухолевых процессов. Вот. Но если соблюдать питание, образ жизни, контролировать процесс, да, с помощью анализов, вот, внимательно принимать лекарства, если у вас хороший врач, то действительно есть и высокая вероятность, как показывает практика, что помогут лекарства тибетские. Вот.